Я продолжаю писать карту дня на 8 марта. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки будут от весов и до рыбок. Если вы зашли на видео, вам нужна первая часть, это первые 6 знаков, я для вас оставила внизу под видео ссылочку. Нажимаете, переходите и по тайм-коду можете выбрать сразу свой знак. Также для тех, кто сразу зашел на вторую часть, да, кто не был в первой части, хочу поздравить девочек, да, с 8 марта, моих подписчиц, да, и просто зрительниц канала с нашим, да, женским днем. Посмотрим, что ждет вас, нас, да, всех в этот день. Смотрим весы, 8 марта. События дня, весы. Подарочек сразу, видите, выпадает. С утра прям подарочки начнете получать. Или дарить, да, если мужчины смотрят, то, скорее всего, дарить будете подарочки. Верность. Все хорошо в личной жизни. Решится какой-то вопрос, ножницы. Даже разрешится, а не просто решится. Любовь. У вас, видите, все как-то больше про любовь. Хорошее настроение, солнце. И якорь. Якорь — это остановка, точка, ну, да, прибытие, так сказать, домой. Прибыли, бросили якорь. Тайное свидание еще может быть. Возможно, да, в этот день любимый человек сделает какое-то вот тайное свидание, часто показывают, ну, не знаю, какое-то свидание придумает или встречу, романтический ужин, то есть что-то подготовит для вас, о чем вы, ну, не знали, не догадывались, то есть такой сюрприз может быть. Так, и здесь нет. Смотрите, получается, в этот день подарок получаете или дарите, гармоничные отношения в паре, любовь, прям любовь, морковь, возможно, знакомство в этот день. Если отношений нет, большая вероятность, да, потому что тут выпадает и верность, и сердце. Дальше хорошее настроение, решение вопросов, какое-то, да, вот как приятная тайная встреча. Ну и якорь, да, это просто уже остановка вечером дома, да, то есть вы уже бросаете свой якорь и отдыхаете. Так что вот такой день у вас будет хороший в среду. Благодарю за внимание и перехожу я к скорпионам. Так, скорпиончики. Смотрим. Скорпионы, 8 марта. Восьмое марта, среда, события дня. Покажите мне. Угу. Змея. Змея — это с утра может кто-то ужалить вас. Или змея еще показывает, если у вас есть дома члены семьи по году рождения змея, да, то будет какое-то общение, контакт. Деловое общение. Возможно, это вот больше, да, какая-то встреча, может быть, по работе с кем-то. Ну, кто-то такой, знаете, с острым языком. Решится вопрос. Ножницы. Или вы этими ножницами отрежете язык. События в доме. Праздник. Ну,
тут все очевидно, да? Тайна, замок. Может открыться какая-то тайная информация. Еще, смотрите, могла получиться рыба. Опять же, да, то есть рыба это какая-то хитрость, обман. Но рыба это может быть, если мы берем события, да, то вкусная какая-то рыба. Тоже иногда бывает. Радость, солнышко. Ну вот не похоже, да, то есть тут не похоже, что рыба проиграется у вас. Поэтому вот не зря я ее не увидела. Радость, свидание. Причем свидание какое-то тайное, да, то есть это когда в виде сюрприза может быть. Корона еще есть. Корона – это общение с представителями закона власти. Возможно, вот с этим человеком будет вот это деловое общение. Так, значит, смотрим, что получается с утра. Да, общение со змеей, деловое общение, решение вопросов, затем события, тайная встреча, свидание, хорошее настроение, может открыться какая-то тайна, но опять же, да, то есть если для вас что-то делалось в секрете от вас, да, то понятно, этот секрет открывается, потому что сама уже встреча будет, поэтому вот, возможно, это и будет эта тайна, которая откроется. И корона, да, показывает общение с какими-то влиятельными людьми, влиятельными, состоятельными, важными, поэтому вот в этот день тоже так может быть. Вот такая информация для вас, скорпионы. Ой, хотела убежать. Дорога точно будет. У меня и карты падали. Сейчас хотел убежать камешек. Так что дорога может быть еще. Благодарю за внимание и перехожу я к стрельцам. Смотрим стрельцы. 8 марта. Среда. События дня для стрельцов. Угу. Застолье. Первое, что увидела. Застолье, мероприятия. Ножницы. Решение вопросов. Ну, у вас как-то, видите, день не богатый на события, но парочка есть. Ага, есть еще вот неприятность. Да, такой минус есть какой-то. Может произойти неприятность. Новость. Придет информация, новость. Может быть в электронном виде. Угу. Здесь нет. Смотрите, значит, получается 4 события. Первое – это застолье, праздник. Второе – решение вопросов, получение новостей и неприятность. Поэтому надо быть вам очень внимательными и осторожными, чтобы постараться избежать этой неприятности, да, хотя бы вот, если она будет по вашей вине, то вы сможете ее избежать. Но опять же, здесь есть ножницы, да, то есть ножницы часто показывают, что все вот эти какие-то проблемки, неприятности, сложности, они разрешаются для нас, да, то есть, ну, вы с ними разбираетесь.
Так что, если что, да, сильно не переживайте. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше к козерожкам. Козероги смотрим. Восьмое марта. Козероги, среда. Угу. Глубокая печаль. Что-то вас может расстроить сильно. Шарики нельзя. Победа. При этом есть какая-то победа. Разлука, смотрите, выпадает. То есть печаль из-за разлуки. Возможно, кто-то у вас гостил. Чемодан часто показывает гостей. То есть гостили, уезжают. Или наоборот, да, там, не знаю, приезжают. Возможно, вы долго были в разлуке, гостили, были, да, вот на расстоянии. Теперь вот будет встреча. Новость. Получите какую-то новость. Время. Следить надо за временем однозначно. Кровать нельзя. Радость. Ну, видите, хорошо, что к вечеру, да, то есть или во второй половине дня, да, вот это настроение, печаль сменится на радость. Уже хорошо. И мешочек с деньгами, ну, в основном показывает, конечно, больше траты, чем поступления. Сундучок это у нас, да, плюсик, а мешочек минус в основном. Угу, так. Горизонтали, вертикали нет. По диагоналям не соединять нельзя. Ну, типа, например, вот как дерево, когда диагоналями ложатся. Значит, смотрим. У вас получается, с утра вы можете быть расстроены. Расстроены можете быть какой-то разлукой, расставанием. Дальше у вас будет победа, у вас будет новость. Куда-то надо будет на определенное время в этот день, и лучше выходить пораньше, потому что часы часто показывают, что мы спешим, не успеваем. Могут быть траты и хорошее настроение вечером. Так что вот эта печаль, да, она сотрется в течение дня. Вот такая вот информация для вас. Благодарю за внимание. Перехожу я к водолеям. Водолеи, 8 марта. Среда, события дня. Общение с друзьями, друг. Хорошие новости, шарики. Получение какой-то либо новости, либо документа.
То есть точно получение, может быть еще посылка. Ну, с шариками может быть хорошие новости. Получение хороших новостей. Радость, солнышко. У многих знаков сегодня выпало солнышко. Мешок с деньгами. Ну, тут скорее траты. Или еще, смотрите, мог быть череп. Череп — это болезнь. Плохое самочувствие. Усталость еще может показывать тоже. Деловая встреча. Свиток. Получается, у вас в этот день общение с друзьями. У вас точно будут хорошие новости. Вы получите какой-то документ, посылку. Может быть, придет информация. Хорошее настроение будет, деловая встреча и, возможно, траты. Мешок с деньгами часто проигрывается как траты. Вот такой день. Все события у вас хорошие. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Так, рыбки. Восьмое марта, среда, события дня. Так, смотрим. У вас показывает событие, может произойти, которое происходит каждый месяц в этот день. Общение с друзьями. Праздник. Ну, у вас даже двойной праздник, да, то есть у вас и день рождения может быть, да, 8 марта в этот день, еще и 8 марта. У кого день рождения, я, конечно же, вас поздравляю. Дорога, смотрите, еще выпадает. Возможно, будет поездка вместе с друзьями, да, будете куда-то поедете отмечать. Исполнение желания. Это прекрасно, да, когда в день рождения, да, или на 8 марта исполняется желание. Разлука с чемоданом, смотрите, прям. И тут интересно, на машине тоже нарисован чемодан, да, то есть, возможно, прям вы куда-то далеко поедете. Нерешенный вопрос может быть какой-то в этот день. Кстати, этот вопрос может еще тянуться из месяца в месяц, да, то есть события и проигрываться, допустим, из месяца в месяц вы не можете решить какой-то вопрос. Казенный дом, вот в казенном доме, в госучреждении. Или, опять же, казенный дом в случае с дорогой и чемоданом, это может быть, например, ЖД вокзал, аэропорт, да, то есть так тоже может проиграться. Хорошие новости. Бокал нельзя, змея нельзя, потому что обе карты зафиксированы. Здесь нет, будильник нельзя, и здесь нет. Получается, в этот день будет точно какой-то праздник, мероприятие, общение с друзьями, событие, которое повторяется каждый месяц, поездка, чемодан, исполнение желания, хорошие новости, посещение госучреждения и какой-то один нерешенный вопросик тоже может быть в этот день.
Так что вот такая информация для вас. Есть, да, как бы небольшой минус, но зато есть и много хорошего, особенно исполнение желания. Благодарю вас за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.